Ассаляму алейкум, урметли сeyirciler, akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Millet Telekanalının efirinde Açıklaf programması ve studiyada men Levizа Сейтбелялова. Nevbetteki yarım saat devamında Nevbetteki açık subetini dikkatinize taqdim etmege biz endi hazırmız. Ve Kırım Tatar halkının şurası hakkında programmalar циклini biz devam etemiz ve bugün studiyamızda meraklı musafirimiz o da yakınlarda şura terkibine kırdı. İşte bugünkü programımızın subetdeşi Mehdi İslamov, Dulber Kuyumculuk evinin tesisçisi. Mehdi Bey, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Sizni студиямызda көрмеге pek memnунмыз. Мехди Бей, на неочередном съезде Курултая был создан Совет крымско-татарского народа, Шура. Вы также вошли в состав данного совета. И вот в этой связи на сегодняшний день перед вами какие стоят первоочередные задачи? Хотел бы несколько слов сказать о предыстории этого события. А, на мой взгляд, очень важного для нашего народа. Дело в том, что в определенный период единственным, наверное, органом, который консолидировал наш народ, являлся муфтият. Народ поверил, народ увидел, что действительно это тот орган, который не расшатывает лодку, который максимально старается сохранить спокойствие, консолидацию народа и направить народ на созидание, то есть на то, чтобы народ максимально успокоился морально в первую очередь. Люди потянулись, и очень многие люди стали обращаться с проблемами в муфтият, которые, в принципе, муфтият никогда не решал. И как орган он и не должен, в принципе, решать эти вопросы. Это были бытовые вопросы, это были вопросы, связанные с помощью гражданам нашим, которые болели, которым нужна была срочная оперативная помощь. Причем очень многие это должны были делать не в Крыму. Почему? Потому что не было специалистов того уровня. И муфтият все это тянул. Разумеется, муфтият не должен заниматься этими вопросами. Муфтият взвалил на себя в определенный момент очень большой нож. Поэтому муфтият и выступил инициатором, имея на это все основания, как моральные, так и юридические, с тем, чтобы создать вот тот орган, который является наблюдательно-консультативным органом крымско-татарского народа, Советом крымско-татарского народа. Вот. Поэтому с этой целью и было инициировано на Курултае и его создание, и его формирование. Вот. В орган зашли представители, 15 человек, это все люди, которые представители в определенной области, люди, достигшие, скажем, опыта, знания, в определенных областях, которые связывают все сферы жизнедеятельности крымско-татарского народа. Ну вот говоря о задачах, вот конкретно вы, какие первоочередные цели видите себя, войдя вот в данный совет? Если говорить непосредственно обо мне, то я человек, связанный с искусством. Всю свою жизнь я занимаюсь этим профессионально. На сегодняшний день, понимаете, сложилась такая ситуация. Без этого совета мы находились в неком вакууме. Почему? Потому что все события, происходящие в государстве, да, протекали немножко мимо нас. И очень многие соотечественники даже не знали о происходящем. Тем более уж не говоря о том, что они могли бы правильно пользоваться, да, теми возможностями, которые дает государство. Приведу такой пример. Дело в том, что Совет министров Российской Федерации во главе с премьер-министром Медведевым создали дорожную карту по развитию народно-художественных промыслов Российской Федерации. Дорожная карта на 18-19 год. Вплоть до 2030 года с перспективой развития. Дорожная карта внесет в себе весь свод законодательный и непосредственное практическое исполнение всех установленных правительством в этой связи задач по развитию народно-художественных промыслов. К сожалению, мы до последнего момента не знали о том, что есть уже законодательная база. Это законодательная база вообще в принципе, да, такого понятия, как народно-художественный промысел. Я раньше даже как-то слышал, но не знал, что к нему такое отношение государства. Я даже не знал, что государство настолько действительно дорожит и ставит это приоритетом развития.
В этой дорожной карте очень четко прописаны цели и задачи всех министерств, которые должны заниматься развитием. Создание платформы, создание непосредственно механизмов, которые будут способствовать развитию народно-художественных промыслов. И я в недавнем времени был избран на общем собрании ремесленников Крыма вице-президентом ремесленной палаты Крыма. В связи с этим мы изучили этот закон, нам было очень интересно. Мы очень порадовались тому, что есть большие возможности, их надо осуществлять. То есть законодательная база для всего этого есть. Мы создали дорожную карту развития народно-художественных промыслов в Крыму. Дай Бог нам осуществить все задуманное нами. Почему? Потому что что такое народно-художественный промысел? Это, по сути дела, тот контент, который заполняет Крым и дает тот правильный ассоциативный ряд для туриста, для человека, посещающего Крым, в том, что является Крымом, его многообразие, его культуру, его самобытность и так далее. И в этой связи у нас появляется возможность привлекать мастеров, привлекать художников декоративно-прикладного искусства, давая им площадки для самореализации непосредственно. То есть это и есть тот механизм, который стимулирует людей к дальнейшему развитию, стимулирует новые поколения заниматься этим. То есть и так далее. И это очень важно. Вот этими вопросами я и думаю непосредственно заниматься как представитель нашего совета в сфере культуры. Мехдиби, вот вы отметили, ну и, собственно, мы тоже уже не раз упоминали в наших эфирах, что вот эти 15 человек – это представители самых разных направлений. Да. Вот что вас объединяет? Вы знаете, интересный вопрос. На вопрос хотел бы задать вопрос, что объединяет руки, ноги, голову и так далее. Их объединяет одно тело, да, один орган. То есть, подобно этому, я очень надеюсь, что все члены Совета – это профессионалы, каждый в своей области, и они, подобно вот органам одного тела, должны объединены быть одной идеей, идеей именно заботы, идеей интереса да, нашего органа, то есть нашего тела, то есть нашего народа. Ну, вы, собственно, обозначили основные вот направления своей деятельности, будучи в составе Совета. Разработан ли какой-то конкретный график на ближайшее будущее, либо пока все еще находится на стадии обсуждения, планирования и так далее? Пока еще не так все сразу. К сожалению, понимаете, когда был создан Совет, какие-то вопросы очень срочные и горячие, да, они постоянно встают на повестке дня. Не успел еще Совет начать работу, как вопросы опережают, так сказать, наши возможности даже. Поэтому какие-то горячие вопросы мы стараемся решать, какие-то горячие вопросы мы стараемся сразу дать свою оценку. Да? Почему? Потому что мы не законодательный орган, поймите правильно. Мы не исполнительный орган, мы не орган власти. Мы наблюдательно-консультативный совет. То есть мы созданы для того, при поддержке главы республики, для того, чтобы максимально правильно формулировать, максимально правильно мониторить тот спектр проблем, который на сегодняшний день актуален для нашего народа, и доносить его до исполнительной власти. Для того, чтобы уже потом при, скажем, правильном понимании, да, и при реализации отслеживать результат, то есть следить за качеством его исполнения. Вот это в первую очередь надо правильно понимать. Мехдиби, ну, конечно же, хочется поговорить и о вашем детище. Это ювелирный дом «Дюльбер». Вы основатель ювелирного дома. Основная ваша деятельность – это и есть ювелирное ремесло. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это есть ваша жизнь. Мехдиби, вот насколько вы в ваших работах стараетесь отразить вот всю красоту, всю суть, все особенности крымско-татарского народного ремесла? Мне очень тяжело так вот сразу ответить, понимаете. Ну, для меня суть крымско-татарского народного ремесла –
Это, в принципе, моя суть. Почему? Потому что я, как крымский татарин, являюсь носителем, да, культуры своего народа. Это у нас в крови, наверное. Да, это у нас в крови. Что, если говорить о ювелирном доме, то ситуация складывалась следующим образом. До основания ювелирного дома, когда еще пришла идея его основания, я занимался именно национальным ремеслом, то есть работал в технике филиграни, изучал ее, изучал все виды филиграни. Почему? Потому что филигрань очень древняя техника, одна из первых, наверное, техник. Ей более 3500 лет. География ее распространения очень велика. И очень многие народы, в основном преимущественно кочевные народы, они являлись родоначальниками этой техники. Таким образом, она распространилась на обширную географию, как я уже сказал, и за счет ее уникальности, за счет очень сильной декоративной выразительности, она начала как бы приобретать большую популярность, и на протяжении тысячелетий, не побоюсь этого слова, она оттачивалась. В том числе она и получила очень широкое, яркое такое развитие в Крыму, у нас в Крыму. Изучив это, я понял, что, понимаете, нельзя останавливаться на том, что делали до нас наши предки. Да? То, что делали наши деды, они уже сделали. И это честь им и хвала за это, конечно, это основа. И если мы будем ограничиваться тем, что мы будем просто повторять то, что делали когда-то они, то мы будем просто не развиваться, мы будем находиться в состоянии вот такой стагнации. Это тоже уже стагнация. Если нет развития, то это стагнация. На мой взгляд, это однозначно. Поэтому я решил идти дальше. То есть хронологической временной какой-то рамки развития искусства не существует вообще априори. То есть она постоянна и бесконечна. И то, что является народным или национальным, да, крымско-татарским ювелирным искусством, через 100 лет скажут о том, что делали мы сегодня. Понимаете? Поэтому я решил взять за основу, в первую очередь, самый высший технический уровень мирового наследия ювелирного искусства. И я пошел именно этим путем сознательно. То есть я отошел в какой-то момент от филиграни и стал заниматься именно изучением всех самых сложных мировых техник мирового наследия. И в этой области для меня было очень важно заслужить авторитет. Авторитет именно как мастера, как художника, как ювелира. И вот в этой связи это было вот тем самым стимулом для создания платформы, которая вылилась в лице ювелирного дома. После этого мы начали изготавливать изделия высокой художественной ценности, изделия такого сегмента люкс, с применением самых высоких, самых сложных техник и технологий. Когда же мы заслужили авторитет, когда мы стали победителями практически всех серьезных площадок, конкурсов, которые проводились в нашей, так скажем, постсоветской географии в странах, когда на нас обратила внимание серьезная международная организация, как Мемориальный фонд Карла Фаберже, который имеет не одну сотню ассоциированных членов. Штаб-квартира до последнего времени находилась в Женеве. И они мониторят современное искусство. И после того, как они нас признали, не просто признали как людьми, создающими высокое художественное искусство, они признали нас как преемниками, да, наследия Карла Фаберже. И в техническом уровне, и в техническом смысле, и в смысле как бы базы, психологии, традиций и так далее. Да. После этого я вернулся к тому, с чего начинал. То есть я вернулся к национальному нашему искусству и стал развивать линию, которую я назвал «Искусство серебра», «Дюльбер. Искусство серебра». Это аутентичная коллекция, на сегодняшний день одна из самых, наверное, больших, я не побоюсь этого слова, не только в тюркском мире.
Это аутентичная филигранная серебряная коллекция, в которой больше 2000 на сегодняшний день экспонатов, то есть постоянно действующих в линейке. Это очень важно понимать. То есть это не просто какое-то произведение, которое однажды было сделано, и вот оно, скажем, на полке, да, заняло свое достойное место. Нет, сложность заключается в том, что мы вставили ее технологически в линейку для того, чтобы она постоянно работала. Да, она постоянно должна капитализировать ювелирный дом и капитализировать наше национальное искусство. И в этом смысле за короткий срок я думаю, что вот без ложной скромности мы добились очень больших результатов. Но вот говоря о популяризации крымско-татарского ювелирного ремесла, именно, вот, какую роль в этом играет именно ювелирный дом Дюльбер? Я думаю, что в этой связи можно также и упомянуть о том, что на сегодняшний день ювелирный дом является такой некой школой, возможно, площадкой для обучения юного поколения, нового поколения мастеров. Вот, расскажите об этом, пожалуйста, Мехдибей. Да, абсолютно правильно. Дело в том, что кадры делают все. И когда я столкнулся с тем, что мои мысли художника должны воплощаться, и, понимаете, у хорошего художника мысли гораздо больше, чем воплощенных идей. И поэтому я, разумеется, задумался о том, что надо готовить мастеров, что надо создавать собственную школу. В этом смысле я не придумывал велосипеда. Я брал за основу нашу традиционную методику обучения. К сожалению, в стенах ювелирного дома я не мог воспитывать большое количество мастеров. Почему? Потому что мои возможности ограничены. И я старался брать людей образованных, желательно с высшим образованием или хотя бы со средним техническим, художественным образованием. Вот. Очень жесткий отбор, отсев. И после этого я брал мастеров на 6 лет обучения. За это время из подмастерья они естественным путем вырастали до мастеров. И очень большое количество на сегодняшний день выпущено нами мастеров. Многие, практически все работающие на сегодняшний день в стенах ювелирного дома мастера — это наши выпускники. Очень многие работают самостоятельно, очень многие уже создают свои какие-то. И это радует, и это главное. Почему? Потому что без будущего поколения нет никакого смысла в том, что ты делаешь, если этому нет перспективы, если этому нет будущего. Мехдибей, вот весь свой жизненный, профессиональный опыт, он у вас очень большой, вот буквально вот это все, что вы сейчас рассказали, это вкратце, это вот такой сжатый вариант вашей деятельности. Вот каким образом весь свой накопленный опыт вы намерены использовать в работе Совета крымско-татарского народа, недавно созданного? Вы знаете, очень трудно так вот сразу сказать. Я буду стараться. Вот в вопросе я вижу ответ. То есть весь свой опыт, да, все, что я наработал, все, что я приобрел как мастер, как преподаватель, как педагог, как человек, который видит эту проблему, как человек, который занимается этой проблемой около 30 лет уже. И я буду стараться все это передавать. Плюс организаторские способности, которые за это время я приобрел, я тоже буду стараться максимально использовать свой опыт в работе Совета. Мехдибей, вы человек творческий, человек, который практически всю жизнь занимается искусством. Вот нам интересно было бы узнать основные ваши правила по жизни, которыми вы руководствуетесь в работе, в каких-либо жизненных ситуациях, будь то где бы то ни было. Вот чем вы руководствуетесь при выборе, возможно, тех или иных решений? Вы знаете, что касается профессионального подхода, то я пришел однозначно к одному мнению. В чем проблема искусства? В принципе, проблема искусства заключается в том, что есть такое понятие, как калькулятор. Да? Оно, к сожалению, естественное, оно природное абсолютно, и оно является приоритетным. И если все, что связано с искусством, неважно в каком деятельности, да,
это происходит. Если оно дружит с калькулятором, образно говоря, да, то тогда происходит естественный механизм, включается естественный механизм для развития искусства. Если же этого нет, и его надо искусственно поддерживать, да, на уровне искусственного, там, скажем, дыхания, да, то все это очень болезненное, нежизнеспособное и временное. Поэтому в этой связи я очень четко понял, что все, что мы делаем, должно быть максимально жизнеспособно и естественно, да, в той среде, в смысле экономики, и при этом оно должно соответствовать понятию высокого искусства. Вот если эти две вещи объединены, ну, тогда ты обречен на успех. Что касается жизненных каких-то принципов, то я не придумываю ничего нового. Я, как, наверное, и каждый нормальный крымский татарин, стараюсь придерживаться тех норм, да, тех канонов, которым нас учит наша религия, наши традиции, так сказать, вся основа, которая является вот наследием, да, духовным наследием крымских татар. Мехдибей, очень приятно было сегодня пообщаться, очень приятно, что вы посетили нашу студию. Чох сағыл, у нас были Мирахла Ачық субъектность, очень чох сағыл, у нас ве Бұтын ішлеріңізде Аллахула кетірсін, сауыңыз. Сау олыңыз, сіз де чоқ сау. Урметлі сәржілер, мені сихатарлатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Мехти Исламов Дульбер құйымчылық евнің тесісшісі олды. Бөлелдің Ачықлав программасы сонына келді. Кележек эфирлерге қадар, көрішкенже, салықне қалыңыз.